Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня мы с вами посмотрим такую тему. Мужчина хочет поговорить. Давайте посмотрим, что это за мужчина и о чем он хочет с вами поговорить. И прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие и любимые зрители, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете и выбираете быть со мной, за вашу невероятную и очень теплую поддержку. Земной вам поклон. Итак, настраивайтесь на разговор с мужчиной. Не забудьте спросить мысленно либо вслух, кто он такой и что ему в принципе от вас надо. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, какой тут мужчина. Прям с рогами и хвостом. А рога такие какой-то, вы знаете, этого барана, да, аж назад загинаются. Нет, это не про то, что он рогоносец, нет, это про то, что он вел себя, либо ведет, как исчадие ада. Знаете, какая-то бесовская сила в нем сидит. Мужчина, который вот как саморазрушением занимается и вас хотел разрушить. Да, скорее всего, он разрушил ваши отношения, боль вам причинял, обижал вас этот мужчина. Мужчина, из-за которого вы много страдали, плакали, обида какая-то есть у вас на этого мужчину. Как будто бы в нем дьявол сидит, вот как вселился в него. Либо он сам такой, да, вот как отродье, дьявольское отродье, хочется сказать. Скорее всего, у мужчины, помимо всех его не очень лицеприятных качеств, еще есть какая-то зависимость. Алко, нарко, да, ну, разные бывают зависимости, может, азарт. Ой, лицо, конечно, у него прям ангельское, да, но по сути он прям с рогами и с хвостом. Обманчивое лицо. Лицо приманка, да, приманка. Кстати, ни одна женщина от его рук пострадала. Много пострадала женщин. Ни одну жизнь сломал, разрушил. Еще мне идет какая-то информация о детях. Дети, может быть, у него какие-то есть внебрачные дети, либо в браке родившиеся дети, но вот он прям за ними не смотрел, не участвовал в жизни детей, не воспитывал, ни материально не поддерживал. Знаете, как будто бы он как почкованием, да, размножается в плане того, что вот ребенка сделал и бросил. То есть и маму, и ребенка бросил. Может быть, да, у вас от него ребенок, и вас это постигла участь. Но в отличие от него, его дети очень славные. Наверное, генетику матерей берут, да. Либо если у вас ребенок от этого мужчины, то ваш ребенок у вас пошел. Да, ничего от горе-папаши в нем нет. И слава Богу, как говорится. Так, мужчина хочет с вами поговорить. Он буквально вас разыскивает. Я не знаю, может быть, по телефону с вами свяжется, либо на порог к вам явится. Ему нужна от вас какая-то информация, либо какой-то ответ. Да, вот нужен ответ. Этому мужчине недавно о вас что-то рассказали, либо даже показали, а может быть и сам увидел. Ну, допустим, какие-то, в кавычках, добрые знакомые могли ему о вас рассказать, о том, что вы встали на ноги, о том, что вы живете, о том, что вы развиваетесь, о том, что вы, может быть, личную жизнь строите. Да, что вы не побираетесь, по миру не пошли, что вы расцвели, да, вот в таком плане. Может быть, он увидел ваши соцсети, да, например, может даже и не ваши, может быть, вы с кем-то фоткались, да,
И тот человек разместил фотографии, он увидел, такой прям аж возбудился, загорелся. Да как так? Она такая красивая, она такая цветущая, она улыбается. Да, да что такое? Что происходит? Может быть, он вас где-то увидел, да, прям срисовал и такой, боже, она такая красивая, она гораздо лучше выглядит, чем раньше. Вот честно скажу, как будто бы что-то ёкнуло. Возможно, он бессердечный человек, и там, где сердце, у него просто пустота, да, какая-то воронка, либо это черная дыра. Но вот что-то ёкнуло, вот покою. Вот он вас увидел, либо вас узнал, и вот ему это покою не дает. Что как же так? Она такая красивая, такая манкая, цветущая, сексуальная, да? И что с ней случилось? Почему она такой стала? Почему? Ведь он вас запомнил женщиной со страданиями на лице, да? Скорее всего, он вас обижал, плохие вещи делал, говорил, и вы плакали, у вас было несчастное лицо, у вас были грустные потухшие глаза, он вас такой запомнил. Вы в его памяти сохранились именно в таком обличье. А тут он вас увидел, а вы улыбаетесь, а вы цветущая. Понятно, что вот прям что-то не то, да? И прям что-то ёкнуло от вашей красоты. И ёкнуло, скорее всего, от какой-то обиды, может быть, зависти, да, что вы живете, процветаете, да, что вас жизнь не сломила, не сломала, что вы выжили, что вы на ноги встали. Вот как-то так мне идет. Да, ёкает, причем ёкает сильно, и причем в разных направлениях. Можно сказать, что по голове так молоточками бьет, что она красивая, а она прям прекрасная, а она манкая, а она без тебя живет, а она не пропала, да, а она вперед идет, да, вот как-то бьет. Тут и зависть, и сожаление, да, что как так, почему я не рассмотрела, что она красивая, почему я этого не видел, да, вот как-то так у него идет. Этот мужчина мне идет как какая-то напасть, как какой-то репях, как какая-то смола, которая, знаете, к волосам прицепилась, ничего с ней не сделаешь, да, что можно сделать? Отрезать, вот, отрезать. Мне еще идет знак, что это все не случайно, что, возможно, пришло время все точки над «и» расставить, и, возможно, он вас разыскивает, либо ему изначально позволили вас увидеть, вас узнать, и он теперь вас разыскивает для того, чтобы вы, мои дорогие девушки, женщины, для себя точку поставили, да. Может быть, вы это все пережили, но не отпустили, да, может быть, до сих пор болит, либо до сих пор страшно, либо до сих пор неприятно. Да, нужно поставить точку. И точку вы точно поставите. Конечно, для вас будет большим шоком звонок от него, либо смс, либо лично, да, видеть, созерцать его лицо будет шоком. Но с другой стороны, вы почему-то, вот мне идет как будто бы лед. Лед, ощущаете себя холодной. То есть не будет какого-то страха, возбуждения, не будет какого-то вот мандража, да, при виде этого мужчины, либо при упоминании его имени. Вы прям почувствуете, что уже не болит, что уже не тянет, что уже отпустила, что я вообще безразлична к нему. Да, вот ничего не чувствую, ни хорошего, ни плохого. Просто человек для меня пустое место, он никто, и звать его никак. И никак он не влияет, и ничего к нему у меня нет, кроме пустоты и кроме, знаете, какого-то чувства, ну вот как брезгливости, что ли, да, вот как фу-фу-фу, я брезгую, да, с ним общаться, я брезгую с ним рядом находиться. Вот как-то так идет отвращение, но это не отвращение, а именно вот брезгую, да. Ну, вы же мусорку руками не полезете в мусорный бачок, да, вы побрезгуете. Вот так вот и с ним вы почувствуете, что вы брезгуете, что он для вас просто кучка какого-то мусора, да, которого нужно там в переработку отдать, либо в мусорный бачок выкинуть. Вот это вы почувствуете. И знаете, в этот момент у вас прям глаза заблестят. Вы почувствуете, что вы свободны. Свободны от комплексов, от боли прошлого. Чувствуете, что крылья за спиной начинают расти. Чувствуете, что у вас плечи расправляются, выпрямляются, да? Вот как-то прям
снизойдет на вас вот такая благодать, ощущение, что я свободна, как никогда свободна. Вот, интересно. О чем будет говорить этот мужчина? Этот мужчина с претензиями. Он будет говорить о своих претензиях. Скажет: да как же так? Я ж тебя ждал, я ж там дни считал, с календарики вычеркивал, почему ты не пришла? Ты такая сякая, да, ты там, я в тебя влюбился, а ты мне сердце разбил. То есть то, что он делал вам, он как будто бы вас будет в этом обвинять. В чем-то попытается вас обвинить, что-то вам предъявить. А вам все равно. И вы с таким, знаете, отсутствующим взглядом на него смотрите. Такая, типа, ну я не понимаю, ты вообще кто такой, да? Откуда ты взялся? Пошел вон. Кто ты такой, да? Зачем ты ко мне пришел? Что ты мне говоришь? Что ты мне предъявляешь? Какие твои права на меня? Иди, да, вот как-то иди с Богом. От греха подальше иди. Как-то так его холодом обдадите. Он прям в сосульку превратится. Знаете, вот есть слово «опустить». Вот очень идет мне это слово. Но вы это сделаете, и сделаете прям короночкой сделаете. Тут мужчина как оплеванный, понимаете, будет уходить от вас. Вот у вас плечи выпрямятся, расправятся, а у него наоборот, как сутулая собака, понимаете, будет от вас не уходить, а уползать мне идет. Вот вы ему разобьете сердце в этот момент. Ведь он же эгоист, он же солнышко, он же думал, что такого, как он, нельзя забыть. Да? Вот он может играть женскими судьбами и сердцами, а вот его сердце, оно неприкосновенное. Да? И он типа появился, он как одарил, да, что вот женщина должна быть счастлива на 7-м небе от счастья, что вот он появился, что он о ней вспомнил. Это его мироощущение. А вы тут такая раз, и на него ушат с холодной водой, и он такой раз в сосульку превратился. Ну, на него жалко будет смотреть. Прям жалко будет смотреть. Вот этой девочке вы его на место поставите. Я бы даже сказала, это момент сатисфакции за все то болезненное, ужасное, преступное, что он для вас делал. Я так понимаю, что сама судьба решила вас освободить от этих воспоминаний прошлого, либо показать вам, что прошлое больше над вами не давлеет, не воздействует на вас. Не знаю, этот день он будет очень странным, вы потом будете очень часто его прокручивать у себя в голове, ваши реакции, ваши ощущения. И вот это ваша победа, да, когда вы его этим холодом обдадите, и как он поникнет, он прям сразу завянет, да, цветочек сразу завянет, и это будет видно. Просто видно. Но если по телефону будете говорить, это будет слышно. Вот конкретно будет слышно. Да, он будет вам что-то предъявлять, вот эту свою ревность, зависть, что там у него. И знаете, для вас это день триумфа, день победы. Да? Победы прежде всего над собой, над теми комплексами, которые он в вас посеял. Сброс с себя тех манипуляций, тех крючков, которыми он вами управлял, на вас воздействовал. А для него это день траурный, это день скорби, это день похорон, да, потому что его вот это эгоизм, гордыня, то, что он в себе холил и лелеял, навсегда будет похоронено, да, потому что такую отповедь он вообще не ждал. Ему даже в страшных там кошмарах не являлось, что какая-то из женщин может ему такое сказать и так его на место поставить. Слушайте, ну шикарно, просто шикарно. Да, мне кажется, что здесь замысел судьбы, и этому мужику специально вас показали, какая вы сейчас красивая, чтобы он вот перевозбудился и стал искать с вами разговора, и чтобы вы его вот прям послали. Даже не послали, просто бы отсекли, отрезали. Да? Не идет отсечь, отрезать, холодной водой облить, привести, как говорится, в чувство. Ну и самой, да, для вас это важно, чтобы понять, что больше на вас это прошлое не влияет. И вы не только отпустили, но уже и все забыли. Вот как-то так не идет. Угу.
Ну что, девочки, не за горами этот день. Мне кажется, что это ваше самое ближайшее будущее. Буквально у кого-то завтра, послезавтра, у кого-то в течение там недельки-двух, да. Потому что он уже вас видел, он уже о вас знает. И он постоянно об этом думает, постоянно эти мысли у себя в голове прокручивает. Вот как так, как она посмела с колен встать, как так, как она посмела такой красивой стать, еще, смотрите, улыбается, красотка, там, личную жизнь себе устраивает, ай-яй-яй, типа, не позволю. Ничего, дорогой, скоро все получишь. Но мне вот идет мужчина как одержимый, как, знаете, приспешник зла, вот хочется сказать. Может быть, он сознательно выбрал именно зло, да, отказался от добра, убил все добро в себе и выбрал зло. Ну, что выбрал, то и получай, да. Жизнь, я вам скажу, у него не сахар. А дальше будет больше, а дальше будет хуже. Так, помимо этого персонажа еще одного мужчину показали. Но здесь прямо совершенно противоположная картинка. Я вижу, что этот мужчина вам нравится. Я вижу, что этот мужчина вам симпатичен. Видите, с вашей стороны этого мужчину показали. Этот мужчина вас на руки возьмет. Это очень хороший знак. Это знак взаимности, это предложение, это, ну вот, знаете, как поухаживать, любимую женщину защитить, для любимой женщины что-то сделать. Здесь разговор будет о том, что он вас на руки берет. Да? Вот позволь мне за тобой поухаживать, позволь мне тебе помочь, позволь мне что-то для тебя сделать. Если честно, вы аж ахнете. Ну, нравится вам этот мужчина, нравится. У кого-то отыграется, что вы уже в него влюблены. Вот. А у кого-то симпатия. Да, смотрите на него и думаете, о, хороший мужчина, да, интересный. Вот. Особенно если вы не сильно там плотно общались, либо общались постольку-поскольку, конечно, этот разговор для вас будет очень приятным. И этот разговор мне идет прям личным, понимаете, он к вам подойдет. Это не телефон, это не СМС, это подойдет мужчина и будет предлагать вам забраться к нему на руки. Девочки, не глупите, не стесняйтесь, залазьте и катайтесь на этом мужчине. Пусть носит. Пусть носит. Раз предлагает, значит, знает, что делает, да, пусть носит. Действительно, очень такая прям симпатия просматривается, ну, либо влюбленность просматривается. Может быть, вы оба похожи друг на друга, ну, такие скромные люди, не любите навязываться. Скромность скромностью, да, но любовь берет свое. Интерес, влюбленность берет свое. Он к вам подойдет. Именно подойдет и будет предлагать вам свои ручки. Так и скажет: хочу тебя на ручках поносить. А вы, смотрите, не откажетесь. Это очень важно. Прям очень важно. Ой, вы такая счастливая будете. Вокруг вас прям бабочки летают. И вокруг вас в животе бабочки. Ну, все как полагается. Этот день, он станет очень счастливым для вас, очень памятным для вас. День, который вот вам обоим запомнится, ну, на всю оставшуюся жизнь. Вот так мне идет. Так что, девчоночки, что вышло, то вам я и рассказала. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.